Стало известно, что отец гражданина Турции уйгурского происхождения Исмаила Абдуль-Карима, задержанный китайским режимом за так называемую незаконную религиозную деятельность и осужденный на 10 лет, был убит в китайской тюрьме. Согласно подтвержденной информации, 86-летний отец Исмаила Абдуль-Карима и его 74-летняя мать, проживавшие в Кашгарском районе Енихисар, были арестованы и отправлены в концлагерь в 2017 году, а затем приговорены к 10 годам лишения свободы. Его братья Абу Бакр, Осман, Омар и Али также содержатся в концентрационных лагерях в течение последних 2 лет. Сын Абдуль-Карима, которого ему не удалось вывезти в Турцию, был приговорен к 15 годам лишения свободы за хранение в мобильном телефоне аудио и видеоматериалов исламского толка. Китайские оккупанты арестовали и направили в лагеря и тюрьмы родных Исмаиля Абдуль-Карима, невзирая на их возраст и состояние здоровья. Обращаясь к мировому сообществу, Исмаил призвал совместно бороться против произвола китайских властей в Восточном Туркестане. Вчера Министерство торговли США сообщило, что на некоторые китайские компании будут наложены санкции за нарушение прав человека в Восточном Туркестане. Соединенные Штаты наложат санкции на 9 китайских компаний, включая Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности Китая. Решение Министерства торговли США направлено на борьбу с нарушением прав человека в Восточном Туркестане, репрессивной политикой коммунистической партии и ассимиляцией уйгуров и других тюрков. Также отмечается, что санкции коснутся еще 24 китайских компаний, принимавших участие в различных военных операциях с использованием оружия массового поражения. Таким образом, в общей сложности в черный список были внесены 33 компании. Администрация США отреагировала на попытку Пекина принять новый закон о национальной безопасности, направленный на усиление борьбы с антиправительственными группами в Гонконге. Министр иностранных дел США Майк Помпео заявил, что данный закон является односторонней и произвольной инициативой, игнорирующей закон и волю жителей Гонконга. Помпео также подчеркнул, что Гонконг является оплотом свободы и должен оставаться таковым. Согласно информации газеты Times of India, на индокитайской границе снова возросла мобильность в связи с тем, что Индия и Китай развернули дополнительные силы безопасности в приграничных районах и установили оборонительные укрепления после столкновений, произошедших в начале месяца в районе Ладак и штате Сикким. Стороны развернули дополнительные силы в районе Демчока, Чумара, Даулат-Бек-Олд, долины земли Галван и озера Пангонг-Цо. Администрация США сделала официальное заявление относительно решения о выходе из соглашения об открытом небе, которое разрешает разоруженные разведывательные полеты между сторонами. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон выходит из соглашения на 6 месяцев. Заявив, что правительство рассмотрело все предыдущие соглашения в рамках стратегии национальной безопасности, проводимой президентом Дональдом Трампом, Помпео заявил, что США могут пересмотреть свое решение, если Россия полностью выполнит условия соглашения.